Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан примет первый министерский форум ОЭС по устойчивому развитию. На ТКНПЗ планирует модернизацию водной инфраструктуры. Определился соперник Аркадага в финале Лиги вызова. И другие новости. В апреле 2025 года в городе Аркадаг состоится первый министерский форум по устойчивому развитию Организации экономического сотрудничества. Участники обсудят практические шаги по достижению целей устойчивого развития и выработают всестороннюю стратегию сотрудничества с определением приоритетных направлений. По итогам встречи планируется принятие официального документа. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о модернизации водных инфраструктурных объектов и систем Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Данное решение направлено на обеспечение бесперебойного снабжения комплекса необходимыми объемами воды для производственного процесса. В Туркменистане идет подготовка к проведению Дней культуры Ливии, церемония открытия которых состоится в Музее изобразительного искусства страны. В рамках Дней культуры будет организована выставка арабской каллиграфии, национальных костюмов и блюд Ливии, а также экспозиция книг. Программа мероприятия также включает экскурсии для гостей по достопримечательностям, паркам и музеям Ашхабада. Туркменистан изучает возможности проведения специализированной международной выставки «Экспо» по сельскому хозяйству в ближайшие годы в сотрудничестве с Международным бюро выставок. В рамках инициативы предлагается создать специальный фонд для организации выставки и провести переговоры с крупными международными компаниями. Впервые за 135 лет существования знаменитой парижской достопримечательности имена женщин-ученых будут выгравированы на Эйфелевой башне. С момента возведения башни в 1889 году на втором ярусе золотыми буквами были увековечены имена 72 выдающихся мужчин науки. Однако ни одной женщины среди них не было. Для восстановления исторической справедливости парижские власти приняли решение добавить имена женщин, внесших значительный вклад в научный прогресс. Для реализации проекта создан специальный комитет. В Тувалу, отдаленном островном государстве Тихого океана, впервые установили банкоматы. До этого момента жители не имели доступа к электронным банковским услугам. Ранее все финансовые операции в стране проводились исключительно наличными. В дни выплаты зарплаты сотрудникам приходилось стоять в длинных очередях в банке, который закрывался уже в 14:00. Оплата продуктов, проживание в гостиницах и различных услуг практически всегда осуществлялась бумажными купюрами. В Тувалу проживают около 12 тысяч человек. Ожидается, что новыми банковскими технологиями будут пользоваться примерно 6 тысяч клиентов. Соперником туркменского Аркадага в финале Лиги вызова АФК будет камбоджийский клуб Свай Риенг из одноименного города на юго-востоке страны. Во втором полуфинальном матче турнира камбоджийская команда сыграла в ничью с индонезийским Мадуро Юнайтед, но вышла в финал благодаря домашней победе со счетом 3:0. Напомним, Аркадаг в среду разгромил в ответном матче 1/2 финала Лиги вызова на своем поле кувейтский Аль-Араби со счетом 3:0. Финал турнира пройдет 10 мая на стадионе Свай Риенг. Игра начнется в 17:00 по ашхабадскому времени. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com, а также на наших официальных страницах в социальных сетях и на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.